Белый волк над сакральным курганом. Есть в степи курганы, где не спят. Там не кости, а ключи, не прах, а пламя. И когда над ними воет белый волк, кто-то из рода пробуждается. Я шел по степи, где ветер не носит запаха. Все было молчаливым, даже небо глухим. Лишь одна точка звала меня вперед – курган, словно шапка предка, лежавшая на груди земли. Когда я подошел, трава легла сама. Воздух стал плотным, и с вершины кургана поднялся он, белый волк. Он не рычал, он молчал, но в его тишине была сила. Он смотрел на меня не как зверь, он смотрел как дух. В его глазах я увидел огонь. Не огонь разрушения, а огонь памяти. Я хотел склониться, но ветер не дал. Я хотел говорить, но голос ушел в землю. Тогда волк начал кружить вокруг кургана. Каждый круг как виток рода. В первом я увидел всадников, скачущих по небу. Во втором услышал песни, что звучат только между мирами. В третьем почувствовал, как в моем груди загорается знак. Он выжигался изнутри не болью, а силой. Точно, кто-то вспомнил мое предназначение и вырезал его в сердце. Когда волк остановился, он подошел ко мне вплотную. Дыхание его было холодным, но внутри жар степного солнца. Он сказал не словами, а духом: «Ты потомок тех, кто хранил свет. Ты не пришел искать, ты пришел разбудить». И он исчез, растворился в воздухе, как пар духа. Курган снова стал курганом. Но в моей груди теперь жило пламя. Глаз степи. Белый волк – это не зверь, это страж духа рода. Он не приходит просто так, он приходит к тому, кто готов вспомнить. Если ты увидел его, ты пробужден. Теперь ты носитель огня. Храни его и неси тем, кто в темноте.